Шубашкарда веренеген терле вусра веренеген студентине вербаян хамар литература тебеленже бухрамар. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Сегодня мы с вами проводим конференцию под названием «Ивановские чтения». Это у нас, скажем, давно мы, правда, проводили такое мероприятие «Ивановские чтения». Решили вот 125-летие со дня рождения классика чувашской литературы возобновить вот эту конференцию «Ивановские чтения». Сегодня у нас собрались студенты из вузов нашего города, в частности, из Чувашского государственного университета имени Ильи Ульянова. Здесь я вижу Институт культуры, да? Потом педагогический университет должен подойти. Подошли, молодцы, имени Яковлева. Также из кооперативного института, Чебоксарского кооперативного института. Они подошли? Потому что нет, не все. Еще у нас Чебоксарский механико-технологический техникум участвует. А у нас в Чувашской республике год Константина Иванова. И в этом году, вот, в частности, наш литературный музей проводит разные мероприятия. Это по своей тематике в основном мы проводим тематические экскурсии и лекции. Вы презентацию нашего музея видите, да, все уже несколько раз, наверное, ролик. Тематические экскурсии — это посвященные жизни и деятельности Константина Иванова, а также и лекции, посвященные творчеству поэта. Провели мы большое мероприятие, это республиканский конкурс рисунков, детских рисунков «Мир» Константина Иванова. Вот недавно завершился этот конкурс. Не только ученики республиканских школ участвовали, а также из чувашской диаспоры, которые проживают в Республике Татарстан и Тюменской области. Работ всего было предоставлено 160, из них выбрали 16 лучших работ, это рисунки, отобрали, вот победителями стали 8 учеников нашей республики. Вы можете об этом сами посмотреть на сайтах Чувашского национального музея и в группе ВКонтакте «Литературный музей». Также мы проведем конкурс-викторину, посвященную жизни Иванова. В конце мая, 26 мая, открываем большую выставку, посвященную жизни и деятельности поэта. Кратко я уж ознакомила о нашей деятельности, именно посвященную году Константина Иванова. А вот и, кстати, работа победителей конкурса «Мир» Константина Иванова. Кстати, хотела сказать, обратно сделай, пожалуйста, партнерами нашего конкурса был представлен Почта России, отделение Чувашской республики. Они вот выпустили открытки, не маркированные открытки по лучшим работам. Вот своеобразные работы были именно посвященные произведениям Константина Иванова. Значит, начнем нашу работу. Будем соблюдать регламент. Основной докладчик у нас Виталий Григорьевич Родионов, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой чувашского и сравнительного литературоведения Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова. Тема у нас «Наспи Хайлава Шенелле Бахсаха классы». Тарфашин Виталий Григорьевич Сересомах. Билик мен саплая? Да. Я zaman hazırlıklarını mübarek kalasın.
Кушта дұрсамлайық. Bizden de Larsan da kunda şabır sallatı var mı? Ой. Вот это чья сумка может? Надо сюда дұрсамлайық. Из кундахлар. Баян игі мүшіріктерді де. Керек құш халықында литературынче выросла знаковый дес. Шанбек пиде паллы білдерішлі хайлавзем бұд. Чуваш литературыне известен Шанбек хайлавзем өзем шутлы. Кен бір Аллада вырнашма бұлдарашы. Нарспи, кістен кені болуғын. Чи дегенде бола. Үттісіне қаласа қаймасты, банжақта бір алғы түрнесіне вырнашат терім. Тили рызем, хузангайын халінде, сілгевішіне келсіде. Метавашлейн, хош бір қайлавызым бұлма бұлдараш, тада айтпеді. Нарспи ненде тепчеме үтті қайлавызын маларақ күшланы демелі. Бұнзақ кірміш жылдақ, ширны бұл Нарспине хақ барза ширнызем, Дмитрий Ефимов деген скер ширна, ол пәрлі пәрбіғытра времени, туслы бұлнызым Константин Иванов ба, шауынба да, он жинсен Мансагайр Марха Жембек бұлдарулы талантлы ширна, Вильям Зарнарспи ширза қуарны ширна де. Чималдан генилле поэт тезе Алюнов қалар. Алюнов ол ширім біреміш, ширім екіміш ұлзенже, қой термереларны жүхне, қалаза қуарны. Хой кун генегинже ширзахуна, терсебе кун генеги мар ширу зем ширны ол. Темеше ширу ширны, вун ширме яхын ширу шыбумала. Шавында ширны. Чуваш халығы петмез, пушламышны. Шавынбе генелле хайлава, вилімзір халық кына жирма бұлдарат жені Нарспи бірге. Чуваш халығы петмезір, унбек хайлам екшанда петмеш. Асран дұқмаш дені. Апла бұлзан чуваш халығы бе таанлартына. Гаврил Алюнов шак хайлава. Ундан күндарақ келес бұлзасын Юман Метрей шерна, иккіміш шен бол, генелле поэт тезе қаланы. Ундан күндаларақ келес бұлзан шеріміш шулзен вешнелері қодырмыш шулзенже, шен бұлінде түндер социологизм ойланады. Социализмла реализм меслете шириплензе пынамайын, шав вижене кірсаларман хайлавсыне пурне де киргеме бұшлан, бұл жұтран Нарспине де. Мүлі қаланыға. Нарспиган бұл. Пуян хері бұл. Ашы пуян. Қойден де он пуянлығы бұл. Чуғын жиын ба қалежеш, нұл тірісмар. Пуянын ба білішмілі, чуғын жиын, өзем чуғын жинайымсе, пұсмырласа бұрнаған шинзем. Шанба да бұл буржуазілі, идеологіне малалаты зағам дені, Нарспи біргейде, Наршызым біргейде, вара қайги күштайықне, қам бұл Константин Иванов. Ол да Жанбек пуян ачие, ашшешерме пуян бұлны. Шана бұла, бұл да буржуазілі идеология сарагам десе Константин Иванов, пейде хүді хенене. Un xaylағы зенеде, хойне де, автор неде. Кайрақ, пинде тұғырсыр херекемеш жылда, шандалы бұл жынады. Мін жыны жынады. Сталин онлан зейлет, классикына тергені біле, маллага имастын. Вара Пушкин зене тавара бұшлар, вырыс литературыра. Вырыс литературы пырадан процесса, вара пирінде ярза елеші, вырыстен Пушкин бұр, пирін кам бұрға. Түрек Константин Иванов азелеші де, қайги, херекемеш жылда ядыраза, оның ячебе конференция тересі бұзы конференция, Мускавранда болушны, Фадеев, Хой болушны, шабла вара херекемеш жылдан бұшлаза Константин Ивановын яжеде бір худ кайылла тавырына. Анжақта халі земнінде қалашы Иванов Уяначи бұлны бұлзан да, чуғынзен майлы бұлны, шанбада чуғынзене мұқтаза жерні бұл. Чуғынзен жевір бұрны шешінзен жерні апла, бұлза Нарспине өзем ұнландарашы ұрықларақ, қыштақ шем жетсе ұнландарашы. Шабақта класс кережі чималдадырады Нарспи қайлавыра. Ондан алымыш жылзенже піреміш
тулли гына ширнезен бухедугат. Алул тымыш солдат чубумала. Ирene юрнак. Жан алул төвет. Алул тымыш солдат дугат. Алул талы житсе. Жан алы житсе де. Алды хырмышын жеш примещен дугат. Алы житсе мышын же чубумала абла булзан Константин Ивановын ширнезен бухе. Вараунда волмен ширнезен палы зенекетне. Тогда тура жигер ухсай пиден умай işlene. Ухсай işleze onun материализмы тупны. Кунда онда историяда керсе кайзан ал ширу историяне хой тебір пызык доклад болады. Мәшіндесін шуғалса бітнезем, кайран ундан шыраса тупнезем, кайран пірі тупына атте галек шуғала, шанбек история пиден умай болса ертіне. Анжақ халеге Константин Иванов ширна хайлау зензен, ал ширу зензен, мен юлна. Бірремежі. Унын кесере тиксе жүрмелі тетражи юлна, типтер детпер, типтер юлна. Вол халде слаккусынсив литература музейінсе упрана. Ебі мардан пушуйхын вунзак кырмышынсе ядаласа шауында кайса килді мебір тебіреге юлдашпа. Шауна сканер ба үгерсе килдім бар. Малдан үгерні бұр. Фотоаппарат бөгерне. Анжақта сканер бөгер естермірді, шел бөлімде миллионы шлақ бұлаймар ол. Еппиде кулланытшы, шуба халде кулланат. Мәжілесі ялды музейі, күнді бек бар, күнда өткалы бір, шубашқарда бұзық құлас, өзен музейін ерги болызен, онда дисциплину, дадайыпты. Аялды музей ұрықлара, шуби, шадбада шавал жиру шуби бірге пиде кулланады. Шав юлна. Унзыр бушне уник кымыш шулда ширны ширу юлна. Ялне килне ширны ширу шуашла. Ну девол илемле хайлап теме баранжакта ширу бул жанр шав юлна. Урхан вот шавнар списы бugüzel юлна шав кунгенегинче я кырсе типтеринче тетрадинче. Урх юлманда ал жиру жылда көзем кенегере бюджетленде пиндеде көрсөр закырмыш жылда нарспи темирдылы игехер тадамынчыға тебіре толығарым. От шақ хайлаусам юлына. Ал жүрі өзім жүкізен. Шанға да Константин Ивановын пулдарылықне біренсен тепсе, пул жепігек тепсет, біранжақ тебіренсен еврлық. Енсен ал жүрі бұлны бұлзасын. Ебір тадақта мүлі вариант сем, қалы бір нарспидемесе вариантлы бұлны. Кына білет бірі біранжақта, от бір мінде юлман да емір хан bir menbelegina bulat bir arjurin toğur var ya yep tuksa balıktır toğur var ya o şan toğur var ya da danıştar zastın bilme bulat maldan milleşirine kayran mille oluşların tadayıktı diye akunda bir varyancı gına varyant marın diyor bir tekst gına o şan bekları duru vara kayfi utmulmuş şulzense teprenizessin Константин Иванова малдан кебеге қақланыға, анжақта сағырвонымыз шылзензе, самана ұлжынатте Ивановын нарспине ұрықла қақлама бұшлашы. Біремі же еп хамазырғаны дұрық, Ивановын пулдарулықне, ұйырмақ нарспине, шәнілле ұрық күшпа бұғағаны праски витте художник болны. Ол шет мүлмі шылзен везінзех, малдан бұл куйбышев чейсі. Кош колара бурнча дашта толдят тире дашта шанда бурны хавал. Вот шанда жухнех ол панно үгерне. Константин Ивановын үгерчеге зере нарспи безетнере мифласын арзем урладуна. Бурға юманын кыштақ ширди буржа мифласын арзем видер кыларны. Нарспи спектакльне ширемек күміш жылда буратча. Ша мифласын арзем урла хаклан нарспине сетлере. Анжақта дапта за жак мифласын арзем урла кайран тепсеген волтер себек алын праскивити булна. Унгышым сагырвоныма шулзен баренже уйрмакшав 2 мешүренже саганулты саганжитше саганзаккарма шулзенже бирин тепчевзен пербая я уйрмак вот Убашиня Станислав Убашиня азилешин Станислав Александров унзыргушня Юрий Артемьев шак игезин зем харзах бегет бір харзах нарспире класс крежевы мар, нарспире, мифологилле, чаваш, тензе гурме, тензе туеме, югереннине курна. Вот Малданах Хлебников каланы бур, утмылмыш сулзенже каланы чывыл.
нарспи меслеже, чепче меслеже ол унда реализм жешмар, унда мифология курумда бур, унда романтикала курумда бур, унда реализмла курумда бур десе галанытчы. Бір жетре. Вот сейчас уже адаландарза Станислав Убаши биде хитре монография жүрзегларчы. Поэтика Константина Иванова деген кенеге. Вот Шагынбек пахны болчы. Он гышын пирен вот пелдергана буладым девыл. Артемьев профессор, ол Константин Иванов бурны шешінсен биде хитре наукалы популярlı дейбір жанрба жерді кенеге кыларчы. Унда малала адаландарат, гытларах ол мифологили Сизер бушне, гытларах ынландарат, шак нарспи, тогда оның пулдаролы көшіралныне, тензе литературы шидене өбе. Епқамда бір гытраширнытсы Жанбек, Низамин, Лелебе Межнун, Шекспирен, Ромео бар Джульетта, тогда етті Жанбек, фабул хайлав зене тебе хурза, шаузене палашных ищен, хойнде ширас килзегайза, Жанбек ширылдезе. Хал Артемьев, халде Жанбек шуғыша бойбақ кусагала. Ебі кышта акцентсене олыштардым. Енсен, вот шуғышлы бір. Ебір тінсен литературне Константин Иванов-ран кайымар булап бір бұлзан, бұрде бір классик бұлмалашақ логика башаплайы, Умбек кулмасыл. Межіндерестен кунда вуланы зірбушне, палашны зірбушне урах ябала земде бур. Егала бір фольклор ябала зене жеш вуланы булзан, юрзем вуланы, мифлазанар зене вуланы, калех вуланы бежеш булмаш. Вуланы урлы генеле хайлау шуралмаш. Урах ябала. Ебі жуышланы дұрық, ебі қал ядыраза садя жирап, мана ерені юрыны сәмек заданы баны жирма. Иванов был, Иванов піржін жешмар. Иванов был пірімі жінзен. Слакпуш катши, слакпуш чаважызен катши. Абла бұлзанда слакпуш таражы де бұр. Чималдан бала хойн шемьи бұр, келді жы, мүлі келді шур. Ундан слакпуш ялы бұр, общины бұр. Слакпуш чаваш зем греш, педем чаваш халықын пірбай болсадыраш. Мүлі бұл халық адаланат болсан, анатыда синергетикал адаланат деш. Езу шамықсам интернетда кірза бұқыр. Мен ол синергетика. Енсен де ябыла хойне хой, нига май кинжен тегін мезір хойне хой адаланса, панул мен әйлі бір жаплайы. Малдан бұл шешкі болады, кайран шымырданса писсе бұрат де оратин үгет. Хойне хой адаланса бұрат. Ол синергетика саққуны бе адаланат. Шағын беге халықта ол хойне хой адаланат. Оның хойын саққуны зем бұр. Шағын бада пөдем халыға мүлі. Қашны шинра шау халықын саққунын мені зем механизмі земде бір видим күреші. Константин Иванов халықын пір жеге бұлнымай, віренні, биді генілі, шимні қыдырақ туяд. Өткалы бір шәрсетіреніне палда жаплайын. Шәрсетіреніне бұнды құрмыш өмірді инструмент сәмбе деп чеме болады, сынама болады, маларақ сисме. Халхи инструмент сәмбе балақ, қыдырақ шивішірек туяшы халхи инструмент сәмбе. Вот генілі шин дауыл шивішірек туяган шин бек танаштармалана, инструмент бек танаштармалана. Ол үттізем масылы бәдем халық туйыншен маларақ сизетіл шабе болна, халыға мінкерліне. Вот Ивановын хайлауызем бұрде тензе литературіне вуланы ғышынма. Халықын шак бұғытра, халыға малалла кайма мінкерліне маларақ үттізінчен маларақ туйза шауна худшіне Педе пулдаролын үгерзе панынше. Жері шутлады. Урықла не преденландар аймасты. Вуланы бе генелі хайлау шыралмаш. Генелі хайлау халықпа кова баран міндереші ұқырақ. Унын шыршы тренер өзіне маларақ мүлі туйза бұрат. Шана мүлерек ол
пушра хоневерле вот ширавшызем бунда борызем билеш ол тебір жүхне шавжынде шырап хатене бер немде болмаш. Уйрымақ сова шыраган зене калам. Сова шырды жүхне шырварын шырваран адында аптразага адым. Тезе. Телекрек урнезына урухлай шелкевешне келеп сымақ вот тарсалар адында шивырды шырден жергезем хозем туға бушлаш. Вырыслана озарение деш, озарение. Кирек хыршмотра келме булдырат шинунжа озарение дене. Вол акыме пужадытса шугушласаларса келмеш вол он механизмы пура пхальсире каламасты. Илемли булдар улыхын хойн механизмесене булаш, а озарение вол хужран хужы мендере талантлырак шагдере нумайрак импульсем изедрат. Вот шеме озарение полного год полного. А мы же похорка. Епсире энендерметр жапшак шугужа. Нарспи жабла. Бірден вот тенше классикине буланы шинзем калашы терзех калаш. Чаваш литературынже унбек хаюлла, хойн тележин кережеген шин булман деші, сынар булман деші. Шаблах пул. Варазым калаш вот вырыс литературин жен Лермонтовын, Уйрымақ Пушкинын сынарызыне илне еунда тенше классикинжи шамбек хойзен тележин кережеген сынарызыне илне деш. Терзех калашы бұл. Анжақта ман хирішлес келет. Мен жын хирішлес келет. Вот чаваш литературын жедеу беке мінсем сынарзым бұл. Уйрымақ халық сымақ қойғыншы. Ядарызға жанр бұл. Пей тепре бірна сюжетлы юрузем. Вот хире. Ширнбек хитрек хире. Ашамыжы пуянлық шындырышыне бұла. Урық шынна қатша барашы. Садыне мар урық шынна. Вот трубина маршвихой бүгінде шырзайылны. Шармыза қатша бараш. Тебір вариант бұр. Тудара қатша бараш. Тебір вариант бұр. Пуян, тебір пуян қатша бараш. Варуши, Турхан Хведер Яковин Варуши поэме. Унда да жан бегер. Тейлелешин земперле булайма, шашамыр зем херебе менен уласкырыжын шугушнеме думашыде, өземінде мулжын дебір параш. Умбекти наспиченех пулна. Пурда өзем, ширинза юлна. Анжақ кунда нарспин был шау санарата да вайларах кадартны пурга. Анжақ бол жешмар. Шақ проблема был. Уйрым шинын туйымне юрадымне дебір. Маларақлардасы, мулданларақ, маларақлардас идея шуғыш бол халықра писсе жетіне. Халықын малала гаяс пулзасын, ажабы жана чурарадытны бек тытмайрыман. Мәжін десін, чуваш урық тапқыра кені, мүлі тапқыр бол. Калыбыр, бұндық қырмыш өмірін, ұтмылмыш, шитмілміш шулызынзе, ажибыдже шыварға за асылызын етілені. Өзен бегек пулмақадылені амыжы өзіне. Анжақта Иван Яковлевич шкулызен мұжылзан, вірен үйдейі сарылзасын халықра, вірен мезір май жүк малыла бұрынма деген шуғыр шеріппензе жетсесін, ажибыдже ашамыжын жемді сылрақ бұлзадырады. Ашамыжы де вірен мен ләуі болым, манбек ұқмақ болмаламар. Сирек аламашы мінзім, ашыра зірзім. Вот вірен әс болады. Шамбек тогда перелер сылрақ бұлас паттезі. Вот ша установка, ша ябыла бол, водамран, онда қырмыш өмірім шетмілміш, сағыр онымыш шулызынзе кәрет шыважа. Вірен үйдейі малалары. Вот ша вірен үйдейі бұл, онба бірлі еріклі хидейі. Мұлжын мар бұрын малла, хуйратмышын ба бұрын малла. Тогда идеязем өзім пуш пулзадыра бұшлашы. Шавна хыневерлі идеология дұза, халық патнеші дереген шин керлі болны. Вот шавмешіне бірін шин пызық шайра пұрнышлаганы Константин Иванов болады. Чура болзамар, еді болзамар, пұрын малла ұғышқабада, килдеде. Шавғы трақтада шавна бұла таванны қарғана бұшылар. Малдан артиянмене қыды итлесе бұрны болзан азат тезіне. Кайран итлеми болзан. Тебірі мене веше бұрын. Пада геге вешледен ешкен. Бірі олсын ақта еріклі, а тебірін жен таванны қарғанат.
Вот сейчас вот хигия баланада переириклих не гердесси. Тепре таванлык образы хорасы. Астовырха Тимирдыллара чекеш шатла кин шерле тухсагаза шула тухсагазан таванызы мен фытланашын ба? Кіртмешсі. Чана була қайхи берін чекеш билет дедірсі бе. Тимирдылы яраган хуня паянышы бар билет. Таванызым килне кіртменшін билет. Таванлық хақлырақ, таванлық кашнеменре олжанды. Таван жире таванақ, дед нарс бережемек бір жерге бұл. Вот шавя баларан пиде азырған мала бұлны. Баян бұғырға, мен сен қалаған жүрісен берін думай. Аття не сен таван сен. Ауыл бір нашытламас бұрына. Атыр сібе қалады, шавырынақ, нарс бе ішлене, ябалашынақ ішлет ол халыға, чумырдас, таванлыға дүтсе бұрас сірге бе. Вот казар нумай галашрым қали, шурзагет те бұлзагар бұл. Ну, бөжі кәрдесір галашма бұлдыра бөпсірі, ну, вот мүндіғын. Шамбек, бұғыт берін бұн біліксі минут шеш бұл молатшы. Нарспине бұқнен, шене көзі шағында. Мұнандыры, ана халыға кейлішін дұқны ол, халыға кейлішін дұқны. Малашны шыр жылжын жешмад, кен малалада, дебір екшір, вишір жылжын дұқны. Тавақ шыр етіленжін. Кажары думайрақ қала шұрбек түйінсе, хамада. Перехірзі ғайзан, шағыма жүппе. Малалар, хамрашеті сатпар Халивара Перенюмра, Кристина Мишанкина, Чувашпатшалық университетра піріміш курсыра веренеген студентка. Тафаша? Чувашпатшалық академ драмтеатры инженер Спиана. Константин Васильевич Иванов классикан билимсыр нарспи поэми чуваш литературын ылгын фотнегери. Вижи бингергене хывына энциклопедии чуваш халыген элехи пурнашне, ишнегелне, йылы ергене тулын гыдардай. Поэма чуваш халыхне ыры туйымба тырыслых патне играть. Еврлыхпа азаплык умынже пуштай мамар, онахирыш томачулғы ватне жеклей. Хуравый зень умынже таза чулны жин вайлы жин білдерет. Поэмына буланымай шыранса юхаган ергезем кушыбе эвдемін әмірхи ұйдывызем тұқсадырашы. Юрадыба вилям, эдем чизы, шемье, пурныш законезем, мораль принципізем. Чуваш халықне, чуваш театрынже ішлеген зене денарспи поэма ялангы зуқландарад. Шана булах чуваш театры түрлі вғытра, түрлі сылдав зене була, нарспи поэмына сцена жіне театр искусствен түрлі жанр зенбегіларына. Манун Калажевын теме шубах Константин Васильевич Иванов ячеле Чувашпатшалық академ драмтеатры инженер Спиян. Константин Иванов нарспи поэмына жирным в утрах Максимов Кошкинскимбе чөмір Чуваш кулінже вренне жүкнев нарспие сцены жіне каларасы мәтпе бұрынны. Ахальден Маргуль Иванов поэмыра атте анне зыбыкне пьесы лазах шырны. Упранза юлна алжирызем дорог нарспи поэмына Чуваш театры сцены жіне калариченек слакпуш ялінже спектакль тузагыларны екен. Унашкал тісліксем өтті жыртреде бұлгаланы. Иванов шырны нарспи поэмы чималдан егут худ Чуваш театры сцены жіне пинде доғыржер шырын икеміш жылда кұрладжын шырымшитчімі жынже чырылзе дуғай. Режиссеры Чуваш театрне пужарза ярагане Максимов Кошкинский. Премыш инсценировкан экземпляры жіне Иванов нарспидезе жешірні. Автор Негунда Палартман, чыныбе вара авторы Осипов пулны. Инсценировкара поэма Райширза Кудартман вырымсыне дегерце яны. Шене сунар земдеделі булашы. Юманкава демірке дісліхрен. Сонлаза кудартны зенженге кушса жирны зембур. Шучандалыға, сілбі ялне, нарспи сунарне сонлаган вырымзенже и бір жақна Палартма бұлдарат бір. Инсценировка онышлақ бұлман бұлзанда, театрда ішлегензем нарспи поэмына театр сцены жіне кыларма дұрышны. Тіп рөлзенже вылаганзем шақсем бұлны. Нарспи, Ольга Рызем, Сетнер, Кошкинский, Тохтаман Федоров, Михедер Шевле, Сетнер Амжи Игнатьева. Нарспин пьемгери и кемшхут, пинде доғыржер керпіріміш шулда, пужуи фенбун закырмышынже дуғай. Спектакльлардагане пулдарулы режиссер Леонид Никанорович Родионов. Пьесына Колгамбала гергергелене. Ула спектакль вали пидекте терес энендерюле меслет тупна. Пьесыра был заирдеген комыл туем зем
Пулзайыр деген историялы булымземде, чуваш халық пурнашниде гунда анендерілін гдарцабаны. Топ сунарзен комылдуемізем видімлін паларашы. Родионов хойын ішнечінный бек тепілзе пөдім черерен юратса бурнышланы гурынай. Теп героиня нарспи ролинче шамрак артистка Анфиса Долгова. Кураганзен кушинче ку худинче де терлерен самах сарылны. Приземана шемже чунурак пулнышын тергеме бұғашы, те приземана поэмури нарспи сонзыватне тулаш енжен гдарца праймастене. Долговын нарспине хакланы чухне шаксене шудаймеле. Шамрак артистка хойын кеске творчестволы биографиенче перваги год теп героины рольне выляны. Шалынбада унан художествелы опычы пулынма шешті дынныға. Шабахта Долгова тырсыбе галазан, нарспе сунарне комылдан выляны. Артистка хойын мэнбор шалды войне, пулдарулықне шак роли туны, шерегывны. Выл сцена жіне тулын туымлы чыре бурнышпа бурынны. Унын чон-чон күшілі зем юқны. Сетнере лышавдері бұзықта даза юрадуба юрадай. Кунда он ажашлықта, шебішлікте пұрде бұлны. Шул бадынчы сцена вырманда сетнер юрине етлезе она кетселарны вырын. Шакнашкал трагедиялы сцена зенеде артистка шиделіклі, оны жолы ертерне. Кураганзем бұлғандары мала выляны. Тырысрех калазан шамрак артистка курольбе хойын пулдарулықне, выл пулдарулық малашне дада ытларак үссе пулма пулдараса гыдартны. Малала мансыма хиккеміштіп герой жинжен, сетнер жинжен. Короле Алексей Уралгин апарза вляттарный тырыс пулна темеде булай. Нарспи майлах таза да верит черелі, мултын жине херюлен хирештыраган сонара Ургалкин тәплен онлан задуны. Шол бадынжи сценара сетнер наспие галаны зымақсенже сетнер сонарын тып шынары. Ургалкин жак монолога галаны жок чон-чон Константин Васильевич Иванов поеменже сетнер иккене курма булны. Чундан аненне. Малашнеги сцена зенчи воюда кураганзем анендерюлі ширеплетсе баны. Спектакль үсі бұраган артист сетнер сынарне калыпласа, тада тебір удым туна хойын пулдарулы хенже. Пинде доғы жергер сакрымыш жылда чываш халығы нарспи пьесына вишімыш худ шинерен хадырлы зелартны не гурны. Пинде тұрышса, Иванов поэмине чун жеререн юратса, она епле булсан да сцена жіне кураганзем батне лайықрақ илзе шидерес десе шления театрын творчестволы коллективе. Малданги постановка земде аван булна. Анжақ таку спектакль пур енженде малдан лартны спектакль зенжен онышларақ булза духна. Пинде доғы жергер пырымышылдығы постановку баданлаштарзан кунда уйрымлықсем сағал булны. Спектаклялардагане коллег Родионов режиссер. Нарспине был пірре хатырлезек кыларныскер икемжинже поэман пөдім илемне театрды женеліксене узы курза тулын кудартса барасты левлардна. Шарды левевал онышлын пурнышлана теме булать, а за иллюзине тишкерне хыща. Нарспи сунарзине кухудынче шамрак артистка Юрусланова выляна. Вол театрда икемшил гына ишлене булинде, хойын творчествелы опыт нумаях мар булинде, шак пидекте коткос нумай енле, пидекте психологиялы роле, шиделеклі осталықпа, нендерюлі, кураганзен, комолне, каймала влязабана. Пиджек уже пить хюхем, хирдесары чечек пек. Тезе ширныңын жинже нарспи авторы хой. Ярусланова сцена жинчер шабак шавын бек курынны дайынде. Анжақта кусунары гынаға. Нендерюлі автор ширзапаны бек сунар дума артистын оның комыл туемізіне, оның сауыны жызіне де, хурлықне де, оның педем психология негодарца бама білес бұлайд. Шамрак артистка көйенженде пулдарулы бұлны. Чаваш театры хойын әмірінче Яхов Укса Ергелене нарспи трагедине де сцена жинегларны. Пинде доғырдер алабырым шылда Константин Иванович Иванов, режиссер, Светлана Михайлова, артисткына нарспи сунарне шанзабаны. Артистка хойын вылявыве курагана тұткынланы, савындарны. Михайлова нарспие войло чарзыр ирлердүлі бұлны. Алагер пьесінче Уксай пьесіне хош бір самансем йолт күшні бұлінде, ко пьеса трагедии шайынче бұлны режиссеры де шақ жанра похонно число спектаклях тузагаларны. Апла бұлінде тем жамбы спектакль жинжен негамда ужымлы шарламай. Светлана Михайлова Зырбушне.
Константин Васильевич Иванов нарспи поэми, торох ширная инсценировка, пинде дохожа шипмаль дохорма шуда, чаваш пачалах Академии драмтеатра сцены чинет темиже гудта духно. Родионов режиссер нарспи спектакле тебр гуд юлашки гуд сцены чинегларна. Пьеса автора Алагер Бакалганах. Ко постановка на шуда и день Родионов нарспине пиллек наш худ чинице колорадики. Пинде дохожа херах машулда, ширна пьеса Баузу Гурать, Леонид Никанорович. Нажендезин нарспи поэма торох ширна инсценировка, откуда ранчень Кулганба лагерен чионышлы. Поэмон содержание недещи вахи, чебуяны житланать. Нарспи ролне гугудинче Леонид Родионов, театрда сахалмар эшление Нина Григорьевна Жанзабана. Шулебе херах шула щитнескере, был солдат зене терсине нигам махта пельмест пуля. Родионов срубушне, те артистка Молданда, пербек рехсон арзам вуляны не жуда илзейте, театра шамрак артистка зампударайман ранжи, аплабулинге Григорьева нарспи. Пуянда уже комула юрадаган, тада ура черелли хитре, тада тондон шумжакло, она жуда тенче саваныш курмажиш шурацаяна дейін. Піремеш сценарах унра, кураган жуда комула, пурнужа юрадаган, таза чунлышын нагурна. Кайрах паш шуба ярзапана, еврлых сембе трагедияле нужаба керешнинче де унын юраду туеме ужын масть. Кураганзем умынче волшавын бегех таза чунлы бузап юлать. Тохтаман сунарне молдалназа Виктор Родионов буляна, унгышын Иван Геннадьевич Иванов. Виктор Родионов тохтаман кунин шерен жебе ишлеген булна, апла булинде икке жеде гусунарах таранах аллайле мендеща. Чуваш театрне мускавран пинде дохоржа загорбен мишмишуда Михаил Щепкин яджеле театр институтинчен Чуваш шамрак зем вренце кильцень везене дюрехе эжегюльне. Театрда бураган спектакль зене худшундарна, шинарен спектакль землардна. Шамнашкал Валентина Иванова, шамрак артисткана, нарспи спектакльде, нарспи сунарне Шанзабана. Чуваш театр сцены жинче юлашки, нарспи дезе калащейкен артисткана. Валентина Иванова, хадер спектакльде Виляма Бушлана Булинде, спектакль шинарен журалынан янра загайна. Шамрук тазара хер юрламада, ташламада будараган, шенеде шалда войла чуваш хер нарспи пур янлихиде ушын палырна куу худинче нарспире. Иванов сержил дулдарна ятпа иртерне уявзенче епхюреде слакуш сенчеде ужалық рада янрана нарспи. Валентина Иванова засы. Шав жулах театр пушкар шере торох пер уйох пуши нарспи спектакль бе ялзем хулазем торох шуреня. Валентина Иванова нарспи хойне еврлих шишмар хой еврлю булна. Унын сетнері мускавра бірле вренне Николай Котеев пиде пулдарула артист булна. Тохтаманя коллег бірле мускавра вренне Иванов Иван Иванович булна. Унын унжугне візен паршим елі, візен хербелы булда булна. Сцена жинче аш амажыбе бірле візен твады жылги ывалі Дмитрий Сенти булза біляна. Артистсен Азаильне торох Асра Юлмалы Саманфыл хужалы край спектакль валяны. Коялда Иван Иванович тохтамана тывана кетсейліне бек кетсейліне кен. Валентина Ивановна нарспи сунарне тивишлі майба валяны Чуваш республикин тава тивишлі артистки ятне бана. Константин Васильевич Иванов пулдарулық неде нарспи поэмына да нарспи спектакль зенеде түрлі вғытра түрлі хақпаны. Палах самана таби Хаклайжан тавра гурме чонлуха туyo ма пулдарайман неде видим күні пулеха. Кожалхи жул ага ойхинче Чуваш патшалық академ драмтеатр сцены жинче варинумлы шемже чун Константин Васильевич Иванов премьеру Кунжуды Гурджи. Спектаклен режиссеры Максимов Кошкинский. Ко-премьерына хаклазаевы черетлі тіпчев әжі жирашын. Онба тебір тілвілура палажат бір. Константин Васильевич Иванова хакланы жулдалы кра, onun пулдарулы ешінчен, нехыжан кивелмен арспи поэмы жінчен, чываш литературы жінчен, чывашлық жінчен сүтсе явма вақалма май тупмалах пирын. Иванов пурнышне пулдарулықне тебе ғурза, тыван халығын пурнышне, бір енженде бұлін козықлырақ тишкересчі.
Константин Васильевич Иванова нарспи шенерен впечатленсе шишмар сцены шинен нарспи эмерех пуля. Чуваш халахе нарспи драма, нарспи опера, нарспи мюзикл гурджа булза, чазах нарспи балетта пуляха. Поэма вышинче самахсинче ожа хывзах те бургут аза илескилей. Халде булин сильбере азынашымыскине. Ялан шумыр жумазан шыза башыты прине. Нарспие шулдан жул сцены жіне янратныйде, Иванов шулдалаге пулныйде, Иванов пулдарулахе мырдене меретишкерниде, шумыр жумазан шыв запныех пулать. Иванов кой вилимзырлыхне шамруклах, нарспие вишлене чухнех туйна. Алахин патерлых эпоза. Бұл бұнекеміш пеғын вишіміш әмірге атыл дұрғынде бұлза иртіне әсенесін лад. Эпоза ширіміш, вадырмыш, тұғырмыш шылзынде тіпчені, пұштарны. Эпосри теп сынар итегей паттыр. Бұл халық әмітленіні сын үрі патшасынарне түргілет. Оның шыбіне әжекерне сынласы үті тәріксен патырлық эпосин традиции земле түргілет. Эпосра бұл шуралны каларны шук. Анжақ сыпқа жылзынде унбақы ебірлі әш бұлса егет. Вильме пүрні ажана тықтамышын таржи адықны жіне чіксі бұдарад, шылзағы барад. Бұл үті ажасынде ослы бойлы бұмипе уйылзадырад. Ағайден мартығырны кету аджине бір жере бұштарса дружины епелет. Эпосра патырын, сын пүшне, сын ланыде бұр, сын бечегенжен идеге тіксім битлі, вырыммар, тулы үтлі, харзыр, пірре бұқса сын хырушы дарын ослы үрі кымылы янгыр бұлны хывырт шығыртса илегенскер бұлны. Эпосри калашы оның әжесіне хақлаза бұрад. Остоне ела ерге пәніне бұла волкеже тықтамыжын Пулажагане пулзадырат. Шагым вышым шыржыври хурағалы конкурныжы лайықланат. Бұл түрі комылы ертүші бұлны. Халық шындырышрат, тұшманзынбе шапышат. Онпа тамлаштарсан тұқтамышта аксак темирді қойсен шапышын, қойсен үтті халығы зіне бұлындарасыйы сышын тұрыжашы. Тұпан халыға күтлесі идеге тұқтамышпа шапышат. Она тықтамышын шарызым авалхи полғар пулызыне аргатны пуляндарай. Бұл вызыне черепсе тарахма әметленет. Идегейін бұры ширым ұвыл бұлны. Мансур, Нурадын, Гази, Наурус, Кейкават, Султан, Махмуд, тадары тізімге. Вызымде ашы бегех паттыр бұлны, тыван халыға күтлені. Идеге тыван халыға күтлесі вилен. Шақы дабыл үрі баттыр бұлміне кыдардай. Эпосыра бұнвишшіміш әмірге историяда сабытизм, шинзен сынарызым бұр. Адылши бұлғар батшалығын сынары деп балырай. Идеге эпозын варианжызым үтті тәріксені. Фольклоризмде де бәл бұлашы. Баттыр сынары сын бұшыбе, әжізімбе, альпамыжа, маназа, жангара, керагулыне, шива. Тада ұлпытада. Елена Арсентьева, студентка второго курса ЧГУ. Выржева вадинде чуваш сыввин ритм хой еврлихе. Пырыгын булдыр. Кыжал тыван шыржывын аслы варжинже шиндері булныранба шекміл жылшидет. Шак мероприятие халалаза эбе Выржева вадинде чуваш сыввин ритм хой еврлих етишкердім. Ман доклад выросла бывает. Эволюция села батоники в 40-е 50-е годы. В период Великой Отечественной войны в тяжелых условиях ожесточенной борьбы с врагом было создано немало произведений, навсегда оставшихся в народной памяти. В эти годы в чувашской поэзии с небывалой силой зазвучала патриотическая тема. Снова обрел актуальность села-ботанический стих, получивший свое дальнейшее развитие в творчестве таких поэтов, как Эльгер, Кузангай, Уксай, Алга и других. В чувашской поэзии 50-х годов главной темой остается тема войны и мира, борьбы за мир.
Вторая половина 50-х годов проходит под знаком повышения интереса к творчеству народных сказителей. Для анализа стихотворений периода Великой Отечественной войны мы рассмотрели произведения Эльгеры Алги Хузангая. В творчестве Эльгеры 40-х-50-х годов количество стихотворений, написанных Силаба Тоникой, не больше подобных стихотворений, сложенных за 20-е и 30-е годы, всего 18, 628 строк. В метрике Эльгера 40-х-50-х годов преобладает размер ямба. В данный период его поэзии основное место занимает гражданская лирика. В стихотворениях, призывающих к борьбе с фашизмом, конечно же, должен преобладать ритм, выражающий отвагу, смелость. Ямб придает им воодушевленность. Характеризуя метрику Эльгера 40-х-50-х годов, можно сказать, что она не представляет особой новизны. Это зависит от того, что поэт основное внимание уделяет не новизне стиха, а его выразительности. В развитии чувашской поэзии 40-х-50-х годов важное значение имеет творчество Алги. Большая часть его стихов написана во время Великой Отечественной войны. По этой причине в его произведениях, как и в творчестве большинства его поэтов-современников, главное место занимает тема борьбы за мир, освобождения от фашизма. В лирике Алги, как и в творчестве рассмотренных выше поэтов, в основном использованы размеры ямба и амфибрахи. Размер хории в репертуаре Алги занимает 3-е место. В стихотворении «Дунай Хумезем» «Волны Дуная» Алга чередует сразу 3 размера. Поэзия Хузангая, которая еще в 20-30-х годах проявила себя в новаторском поиске, в 40-50-х годах становится более содержательной. В этот период в лирике поэтов все меньше произведений, подтверждающих фонетические особенности родного диалекта, где ударение падало на последний слог слова. В основном это стихи, написанные чистой силабо-тоникой. Для полной метрической характеристики стихотворений 40-50-х годов Хузангая проанализировано 234 стихов. В творчестве поэта данного периода встречаются и стихотворения с новыми стопами. Использование 2 или более размеров в одном стихотворении характерно и для Хузангая. В 40-50-х годов поэт не перестает использовать и силлабический размер. Итак, в поэзии Хузангая 40-50-х годов параллельно силлабо-тоническому стиху представлен и силлабический стих. Как уже упоминалось выше, в рассматриваемый нами период, кроме силлабо-тоники, в творчестве чувашских поэтов 50-х годов есть применение и других новшеств. Если раньше в советской поэзии требовалось умение растворить себя в общем выражении и чувствовать ритм и тембр этого гула, то в 50-е годы поэзию каждого народа, в том числе и чувашскую, захватила тема гуманизма, красоты души человека, осмысления лирическим героем доброты и любви. Так, теперь у нас Чебоксар, будем чередовать. Чебоксарский механико-технологический техникум, Алямшин, имя, кстати, мне не написали, Бухаркин, Елена, Екатерина Бухаркина и Павел Алямшин. А кто? Елизавета Бухаркина и Павел Алямшин. Вот. Деятельность литературного музея имени Константина Иванова на современном этапе. Они к нам приходили, изучили наш музей. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, меня зовут Алямшин Павел. Меня зовут Бухаркина Елизавета. Мы студенты Чебоксарского механико-технологического техникума, и название нашей работы – это деятельность литературного музея имени Константина Васильевича Иванова на современном этапе. Руководитель нашей работы – Вакув Григорий Владиславович. Актуальность темы. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 12 июня 2014 года, а также в целях привлечения внимания общества к литературе и к чтению, в 2015 году в России проводится Год литературы. В Чувашской республике этот год посвящен поэту Константину Васильевичу Иванову, тому, кто стоял у колыбели чувашской литературы. В связи с этим выбранная нами тема является очень актуальной. Далее. Основная цель исследования – анализ деятельности литературного музея на современном этапе. Поставленная цель в научной работе определила следующие задачи: познакомиться с экспозициями музея и провести их анализ, принимать участие в мероприятиях, проводимых литературным музеем имени Константина Васильевича Иванова,
определить роль учреждения культуры и воспитания подрастающего поколения, выявить проблемы в работе музея и предложить пути их решения, записать видеоинтервью с директором музея Ириной Аленькиной. Объект и предмет исследования. Объект исследования – литературный музей имени Константина Васильевича Иванова. Предмет исследования – его деятельность на современном этапе. Практическая значимость. Проектно-исследовательская работа, видеоинтервью имеет практическое значение. Она станет одним из материалов для рекламной деятельности литературного музея. Научная новизна работы и оригинальность. Кроме презентации материалов, рекламного характера музей не имеет. Видеоинтервью «Литературный музей имени Константина Васильевича Иванова на современном этапе» – это новый продукт, рассказывающий про деятельность учреждения культуры, в нашем случае о музее. Далее. Структура работы, введение, основная часть деятельности литературного музея имени Константина Васильевича Иванова на современном этапе. Заключение, библиографический список, приложения. Здесь вы могли увидеть фотографии, которые, то есть музею нам экспозиции эти понравились, и мы вставили эти фотографии. Чтобы более подробно познакомиться с этими экспозициями, которые были представлены на фотографии, мы с Елизаветой сняли для вас видеоролик, который мы сейчас вам продемонстрируем. Ирина Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, о деятельности музея. Литературный музей имени Константина Васильевича Иванова – это филиал Чувашского национального музея. Основан наш музей в 1940 году, и в этом году исполняется нашему музею 75 лет. В этом здании мы находимся, начиная с 1990 года. Нашей экспозиции уже 25 лет. Здесь в нашем музее разрабатывается весь период чувашской литературы, со дня его зарождения до наших времен.
отметить следующее. Чувашский народ свято чтит память своего великого поэта. Его имя носит школы, клубы, улицы, учреждена государственная премия за лучшее произведение литературы и искусства. В столице Чувашии, Чебоксарах, на высоком берегу Волги, высится бюст поэта, а большой памятник поэту поставлен на сквере перед Чувашским государственным академическим театром имени Константина Иванова. Произведения поэта издаются на многих языках всего мира. Литературный музей, который носит имя поэта на современном этапе, работает в соответствии с требованиям времени, используя в своей деятельности новые методы и информационные технологии. Спасибо за внимание. Спасибо, ребята. Хочется сказать, что как вам понравилось вообще, как называется ролик, да? Правильно, вот, по вашему... Видеоролик. Мини-ролик, да? Ну, качество звука, конечно, да, требует улучшения. Да. Или музей это. А так у вас как вы смотрели сами? Пишите или сами? Мы сами, да, ведь? Это у вас Хорошие? от кого вы Я думаю, может, это так. Ну ладно, Ну, вы отвлеклись. талантливый другой. Ну, а так, да, молодцы, сделали хорошую такую, проделали работу, что вот фон подобрали, да, все по экспозициям. Вот. Ну, это можно сказать даже много, даже рекламный ролик. Да, это как реклама, мы будем с этим роликом теперь чесать так на группу свою надо выставить. Да. Так, сидите, да, изучайте что-то. Они уже Вот. вступили в Как? группу, Ирина Александровна. Что? Вступили уже в нашу группу. Вступили ВКонтакте. все. Ваши молодцы. Я вообще, не только же ваш техникум здесь сидит, кооперативный, да, ЧГУ, педуниверситет. Значит, в группе, кто не знает, вернее, ВКонтакте есть группа «Литературный музей имени Константина Иванова». А сейчас у нас требования такие, что и министерство, и вышестоящие инстанции, скажем так, это не для прессы, требуют, что вот сколько человек у вас в группе, да, сколько посетило сегодня, ну, Национальный музей сайт по-другому, у нас немножко вот другая. Свидетельство, да, участника. К сожалению, мы ваши труды не можем печатать пока, это у нас как бы начальный, да, этап. Если мы возобновим каждый год вот эту работу, то возможность будет. А на сайте все будет и в нашей группе, чтобы вы знали, чем мы занимаемся и на какие мероприятия вы можете именно приходить, участвовать, да. Вот, кстати, скоро у нас май месяц, 16 мая приглашаем вас всех. Ночь музеев, слышали, Ночи музеев проводит. На базе Национального музея у нас площадка будет литературный флешмоб. Можете участвовать вместе с студентами Чувашского госуниверситета. Желающие есть? Есть. Есть. Тогда приходите, записывайтесь у нас. Координаты нашего музея есть. Или через группу напишите, хорошо? Именно по произведениям Константина Иванова читаем стихи. Предоставляем студентам Чебоксарского механико-технологического техникума, студенты второго курса Лукина и Анисимова. Техникум Анисимова Ирина и Лукина Наташа. Представляем вашему вниманию научно-практические исследования. Исполнители роли на сцене театра Чувашии по имени Константина Иванова на примере Ольги Васильевой. Основная цель – изучение и обобщение творческой деятельности талантливой артистки Ольги Васильевой как исполнительницы роли Нарспи в опере Нарспи на сцене Чувашского государственного театра оперы и балета. Задача – познакомиться с творчеством молодой артистки, познакомиться с оперой Нарспи, выяснить, каким образом можно стать талантливым человеком, выявить значение и роль Ольги Васильевой и ее творчества. На основе собранного материала подготовить видеоинтервью. Объект исследования Ольга Васильева, предмет исследования творчества Ольги Васильевой. Методы исследования. Сравнительный сопоставительный метод анализа и демонстрации. Ценность результатов. Материал исследования может быть использован школьниками, студентами, учителями школ и преподавателями СУЗов, журналистами, любителями оперной и эстрадной музыки и театра. Степень
Научно-анализная работа сводится к следующему: подробное изучение, обобщение творческой деятельности молодой артистки Ольги Васильевой, как исполнительницы роли Нарспи. Характеристика личного вклада в решение избранной проблемы. Мы изучили материалы, публикации молодой артистки Ольги Васильевой. Лично встречались с ней, ходили на репетиции и даже на постановку в Чувашский государственный театр оперы и балета, проводили видеосъемку, беседы с певицей в жанре интервью. Структура работ: введение исполнителей роли Нарспи на сцене театра Чувашек, постановки по поэме Константина Иванова «Нарспи». Из истории оперы Нарспи. Опера Нарспи в первоначальном варианте была в 3 актах. Либретто Григория Хиребева по одноименной поэме Константина Иванова. Стихи в переводе Петра Хусангая. Режиссер-постановщик, народный артист России Чувашия Борис Марков. Режиссером возобновления стала заслуженная артистка России, народная артистка Чувашии Тамара Чумакова. Премьера оперы состоялась 6 ноября 1967 года на сцене Чувашского музыкального театра. Постановка в поэме «Нарспи» на сцене профессионального театра Чувашия выступала. В драме «Нарспи» заслуженная артистка РСФСР Инна Григорьевна на сцене Чувашского государственного академического драматического театра. На сцене Чувашской государственной филармонии в 2010 году состоялась постановка уже мюзикла «Нарспи». В составе действующих лиц и исполнителем роли Нарспи выступил Наталья Ильич. Позже роль Нарспи в мюзикле сыграла Алина Кудрявцева, ныне солистка ансамбля «Сельская» Чувашской государственной филармонии, и Александра Казакова-Саликова, экс-солистка группы «Тим». На сцене Чувашского государственного театра оперы и балета 25 сентября 2014 года состоялась премьера оперы. В главном составе главной роли молодая талантливая артистка Ольга Васильева. Ольга Васильева родилась в деревне Сельском Канашского района, закончила музыкальное училище имени Федора Павлова, Чувашский государственный институт культуры и искусств, участница многих конкурсов, ведущая концертов Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, дипломат 3-го международного конкурса молодых оперных певцов имени Максима Михайлова в 2013 году, лауреат 1-го международного конкурса вокалистов шедевр в 2014 году. Здесь представлены ее грамоты, дипломы. Иргумбудр. Тема моего доклада – модальные слова в поэме Иванова «Нарспи». Высказывание может нести определенную информацию о говорящем или ином субъекте высказывания, о его знаниях, целеполаганиях, намерениях, желаниях, мнениях и прочее. Для передачи этой информации в языке существует множество средств, в частности лексических, к которым относятся и модальные слова. Модальные слова и модальности предложения, представляя ситуацию как желаемую, возможную, необходимую и выполняя тем самым функцию определения отношений между ситуацией и ее участниками в плане реальности и реальности, а также и для выражения внешней модальности, представляя ситуацию, оцениваемую с точки зрения говорящего. Следует подчеркнуть, что в тексте поэмы представлены следующие группы модальных слов. Первая группа – модальные слова, выражающие достоверность высказывания – эпинь, тубада, энде. Вторая группа – модальные слова, выражающие возможность, желание, сомнение, совершение действия – икень, пулмала, епле. Хужалгара туй кень, туя ытлашеби кень, шурзухала тахтаман, туй не два тети кень. Третья группа – модальные слова, выражающие необходимость – кирля. Юсра щитра пульджихер, пуян убушка кирля, убушкине тупромар, кюми лайфрах кирля. Представлены модальные частицы, которые в качестве конструктивного элемента вступают в сочетание с глаголом, именем или словосочетанием. К ним относятся шке, и, ши, шим, тортер, мэнь. Ужала кумынже карджактора баратмэнь, кавакшушлестариге ожаса махкалатмэнь. Слово «шуйтан» наряду с его номинативным значением употребляется и в модальном значении.
выражает эмоционально-экспрессивный оттенок речи говорящего по отношению к происходящему событию. Авав хер менгалать, сетнер шуйтан илертне, воро шуйтан пуртыбе, пушнех щурну уныне. Модальные отношения выражаются обычной совокупностью различных средств, без которых немыслима никакая речь, ибо эти средства органически входят в ткань предложения, являясь необходимым его компонентом. В этом смысле изучение лексико-семантического значения модальных слов в поэме Иванова-Нарспи заслуживает большого внимания лингвистов. Спасибо. Марии Латышевой. Студентка Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова, хочу представить вам свою исследовательскую работу «Восходящий талант в поэзии на заре 21 века». Мы живем в мире инноваций и технического прогресса, в обществе потребления, в мире, где каждый человек живет в своем маленьком футляре, отстраненный от других, в мире, где он хочет быть независимым от каких-либо внешних факторов. Люди, к всеобщему сожалению, думают больше всего о материальных благах. Нас теперь не сильно волнует душевная составляющая человека, его переживания, его размышления. И очень важно в такое время среди таких людей оставаться настоящим человеком, возвышенным среди всего прочего. Важно не потерять свое моральное равновесие. В этом нам поможет литература, но больше внимания хотелось бы уделить именно поэзии. Неимоверно радует то, что и в наше время есть еще мятежники и литературные бунтари. Я имею в виду современных литераторов, а именно поэтов 21 века. Огромную роль здесь играет современная свобода слова, так сказать, воля самовыражения. Современным поэтам и поэтессам дана такая огромная возможность сказать то, о чем подумать раньше даже не имели смелости. Возможность выразить свои переживания, а возможно и переживания целой толпы или какого-либо слоя общества. В своей работе я хотела бы познакомить вас с ситуацией в современной литературе, а также с поэтом 21 века, рассказать его биографию, его интересы и, по возможности, постараюсь познакомить с его работами. Перед человеком, имеющим волю слагать стихи в начале 3-го тысячелетия, даже склонным видеть в этом занятии нечто большее, чем пустую забаву, рано или поздно встает неизбежный вопрос, какой должна быть современная поэзия, чтобы отстоять свое право на существование. Беглый взгляд на книжные прилавки и экран монитора, высветившееся положение дел в интернете способен обнадежить наблюдателя. Современная поэзия издается в бумажном варианте и активно публикуется в сети. Однако ощущение благополучия мгновенно рассеивается при выборочном знакомстве с текстами, в своем большинстве незамедлительно обнаруживающимися признаки самой топорной любительщины, примитивных подражаний, банального косноязычия, навевающую тоску. Однако понимание всей катастрофичности ситуации, в которой современную поэзию угораздило оказаться, приходит позже, когда выясняется, что на слуху у читающей публики нет ни одного общеизвестного имени, действительно интересного и оригинального поэта из ныне живущих, и отнюдь не по причине отсутствия таких авторов. Опубликовать стихи теперь может едва ли не каждый желающий, и в этом я, право, не вижу ничего плохого, равно как и в том, что благодаря быстрому распространению интернета бытовое рифмоплёство и прочие разновидности графомании охватили самые широкие слои населения. Вопреки грозным критикам, озверевших от нахлынувшей лавины косноязычных текстов, я думаю, что графомания не преступление, не порок, а полезное развлечение, способствующее постепенному росту общей грамотности, придающегося ему индивидуума. Научить разделять всякие стишки и высокую поэзию жизненно важно для отечественной культуры, в этом положении, в котором она находится. В современном мире очень мало настоящих поэтов, настоящих героев, настоящих пророков своего времени. Они встречаются единицами. Так печально все же осознавать, что современная поэзия влияет от материального положения автора. Очень волнует, что поэзия современности омрачена нотами банальщины и пустословия. Молодым поэтам в большинстве своем важнее не преподнести читателю свои откровенности, а написать произведения актуальные на данный период времени, чтобы получить больше прибыли от продажи тиража своих стихов. До слез доводит та же ситуация с молодыми, по-настоящему талантливыми начинающими поэтами. Их почти ни во что не ставят, повесив на поэтов ярлык ненужной профессии. Воспринимают их скорее как безобидное чудачество, не вполне адекватного члена общества, скрашивающего свой досуг посредством бессмысленного сочинительства. Никто не задумывается об огромной возможности поэта написать что-то очень волнующее, что-то
что кто-то очень боится сказать. Надежда, что современная русская поэзия будет подниматься по лестнице мировой поэзии посредством молодых поэтов, не умирает. Пример тому молодой Егор Сергеев. Сейчас я бы хотела с ним вас немножко познакомить. Итак, существуют ли в наше время такие поэты, которые не бегут за модой писать стихи, а просто делают то, что им нравится, раскрывая не только свои мысли, но и давая возможность простому народу шанс самовыразиться через их творения? Я уверена, что они еще есть. Конечно, их неимоверно мало, но все же они есть. Один из таких деятелей современной литературы, любимый многими и, конечно же, многоуважаемый мной современный поэт Егор Сергеев. Егор Сергеев, ему 70 лет, у него 7 детей, и он прожил долгую, невероятную жизнь. По крайней мере, такое впечатление создается, когда читаешь его стихи. И как удивляются люди, когда узнают, что на самом деле Егору всего 21 год. Учится он вовсе не в литературном институте, а на медицинском факультете Петербург. Работает медбратом скорой медицинской помощи. Егор Сергеев родился 27 октября 1991 года в городе Петрозаводск. Прочитаю одно из его стихотворений. Страх. По-детски смешны ваши ох и ах, по ужасам в кинотеатрах. Платить-то зачем? Настоящий страх всегда раздают бесплатно. Настоящий страх – это пуля с бритвой, а ты совсем молодой еще. Настоящий страх – это дрожь молитвы в приемнике скорой помощи. Настоящий страх в неразбитом сердце, не в ванильных позорных кроликах. Настоящий страх – это смерть младенца на руках у отца-алкоголика. Настоящий страх неприятен, одиночество в нем стихия. Настоящий страх в собственной бабушке копировать приступы аритмии. Настоящий страх не плаксивых строфав, что ВКонтактике-то еще мацают. Настоящий страх – это авиакатастрофа, когда в списке ты ищешь мать свою. Настоящий страх, он в морщинах, кочках, возле век поперек срисован. Настоящий страх – это 3 часа ночи, 8-летняя дочь не дома. На твоих молодых озорных висках он еще отразится проседью. Настоящий, животный, кинжальный страх отразится. Храни нас, Господи. Сколько лет нашим молодым поэтам Чувашской Республики? Вот это очень меня интересует. Конечно, это тоже актуальная тема. Это, наверное, актуальнее, чем Петрозаводский метро, правильно? Работу я начала изучать еще в школе, и уже идя в университет, я ее решила закончить. Но в дальнейших моих планах есть план изучения именно современных чувашских поэтов. Например, даже на нашем факультете есть такие молодые, талантливые поэты, хочу таких назвать, да. Также нам известны такие молодые поэты, как Чуваш Ачи Александр. По причинам своей болезни он не может ходить, но у него стихи тоже есть, очень красивые. Также есть другие молодые поэты, я их нахожу и уже постепенно начинаю исследовать уже их работы. Творчество талантливого чувашского поэта Константина Иванова и первая учительская школа для чуваш, открытая просветителем Иваном Яковлевичем Яковлевым. Симбирская школа для Константина Иванова была академией и консерваторией. Его творчество неразрывно связано с деятельностью Симбирской чувашской школы. Методика исследований. В настоящей работе использовался комплекс методов, включающий анализ литературы, фотоальбомов, творчества Константина Иванова, отдельные работы журналистов. Комплекс Симбирской школы в городе Ульяновск, на переднем плане река Свияга. Великий просветитель чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев, учитель, воспитатель, вдохновитель Константина Иванова. Симбирская учительская школа, класс, в котором учился Константин Иванов. Будущий поэт сидел за первой партой, он был прилежным учеником. Константин Иванов был всесторонне одаренным и талантливым юношей. Он не только написал поэму «Нарспи», он является также прекрасным переводчиком, автором уникальных фотографий и картин. К опере Иван Сусанин Константин нарисовал удивительный по красоте задник. В Симбирской учительской школе Константин Иванов вместе с Иваном Яковлевичем Яковлевым работал над букварем «Чувашская азбука». Он создал уникальную фотоколлекцию.
под названием «Симбирский фоторепортаж». Данные фотографии сделал Константин Иванов в 1911-1912 годах. В 1908 году Симбирская учительская школа отмечала 40-летний юбилей. К знаменательной дате была выпущена ряд книг. Сборники, сказки и предания чуваш. Впервые появились поэмы Константина Иванова «Нарспим». Перед вами знаменитая строфа из поэмы «Нарспим». Поэма «Нарспим», написанная молодым и талантливым поэтом, более века будоражили умы чувашского народа. Бессмертное произведение иллюстрировали разные художники. Хрестоматийным является графика Петра Серова. Симбирская учительская школа, где учился, творил и работал Константин Иванов, и сегодня рад гостям. В 1972 году Чувашское книжное издательство выпустило альбом «Константин Иванов». Предисловие написал земляк и родственник Константина Иванова, народный поэт Чувашской республики Яков Уксай. А фотографии подготовил другой знаменитый слакбашевец Виталий Исаев, фотожурналист и публицист. Фотографии из данного фотоальбома Константин Иванов с братом Квантилионом в симбирской квартире. Иванов перевел множество поэтических произведений русских классиков. Помните «Белеет парус одинокий», а на языке Иванова «Печень парус Шурин Курнайт». Фотографии из книги Иван Яковлевич Яковлев в фотографиях и документах автор визуальной информации, уроженец деревни Слакбаш Белебеевского уезда Уфимской губернии Константин Васильевич Иванов. Слова Константина Иванова: «Нет сильнее человека во вселенной никого, он на суше и на водах стал хозяином всего». Спасибо за внимание. Университету. Так, кто у нас пришел из педуниверситета? Так, кто это? Белов, да? Выходите, пожалуйста, по очереди. У вас презентация или без? Иван Яковлевич Яковлев Яйжилля, Чуваш Патшалық педагогика университетінде Чуваш бөлімінде 2 курс правлениеде. Манын доклад семи. Манын доклад семи Слакпуш Чуваш поэзиян сыпки. Присем кукутлыға наш пишешь живодейшие, те присем себе добрала я, вишимашсем, шелгушсен тенчите язык аланыте тельбулать. Слакпуш, инжетрежи шивахши, инжетрезе шивахта каласа парам тахта. Шак кадес слакпуш яля, и пью кибер нинчи пелебе уясне, халя пушкарт республикин, пишбюлек район не греть. Пелебе кулынчен хальхирай центрдан, ширым пелек шухрым раларать. Он чивыхынче ярмула, шенишименке, кивишименке, дата ытты чеваш ялизем шагырин. Кутавралыға пырзагерсен, слакпуш шучандал ырлыхезесене, пыдембе хыжымне турца илін дейін. Чималданах кужымне емралы ял, тузем, сырцем, улық шаран, шыны шадан угылжа, шырлы кужа тухсадырать. Ял ветер слак шывы шыңгырдатса вырдать. Юхан шывлеш енче, шырлы сырцюбезем шурран, сим сынгурынаща. Ял сырцен хывылы хулизем не таянна, а экранах ожо кымылын тойынать слакпуш яля. Слакпушинче кашны кедес, даврари кашны ялба вырын истории шупши, Виталий стан ялкаланы евер, унын хубылчине уж сабыхма пельниже шкирля. Слакпуш тавринче уралды вентапи аванах сизинеть, сыртлы, ширмалы шыржы. Чывашрин ендре кунбек вырынзем атыл хиринче кынабур. Чашлама шылгушсем пирын тарыхрадатель булаша, анчах виштюбе, кельдюбе еши сырцембе шихансем пирын тарыхра щук. Слакпуш тавринче Слакпуш телейлі ялдеша. Кунда чываш литературин негісне хывны Вильямсер Константин Васильевич Ивановпа онан шивых табане, чываш халық поэче Яков Гаврилович Уксай журална, иге поэчеде, Совет Союзин герой Николай Спиридонович Павловта, Слакпуш сыпкенче ярын заюсне. Өмірлехех шағында бізім канышу күнда дупна.
Кунда тенчебе пала художница Пиросковья Тихоновна Корина Буранна, слакпуш мне Николай Афанасьевич Петров Эльми, Юнерша, Иванма Пельмезер Югерня, тогда Утыземдя. Константин Васильевич Иванов, Чуваш Сываща, Чуваш литературин классики. Пинде сагашар тохорвуннама шулхи шуихим вумбильками женче слакпуш яленче шурална. Пинде тохоршар вище, пинде тохоршар шичема шулзенче, Константин Иванов Чемберди Чуваш врендевич зень шкулинче вренья. Парчана хирш митинг сенче худшынажын ана шкулдан каларсаяна. Шавын биркеба пинде тохоршар шичема шулда кайла слакпуша давранна. Пинде тохоршар тохорма шулда выл вара экзамена экстернтыца. Халық учителя етнейлня. Литературуба Константин Васильевич Иванов пинде тохоршар шичема шулда казакланма бушлана. Малдан выл вырыс классикизен эшесене чувашла гужарна. Пинде тохоршар сакрымы шулда чемберде нарспи поема впечатлесе галарна. Иги пинде шичема шулда турцере турказен лингвистика ушканя. Константин Васильевич Иванов ширна нарспи поемна турка дада чуваш черхибе впечатлесе галарна. Турка черхине кужараганя, анландараганя, имене Йылмаз тюрколог чуваш черхи ысчахи болна. Книгере туркала ширнебе бірле чуваш оригинальне иги орфографибе кириллицба тада латинба вырнаштарна. Халя слакпуш ялинче сывышан мемориаллы музей бор. Кунда кирсе шүрегензем чаплы чувашым пурнышен кунчулебе пулдарулы хешесембе балажаща. Аслы боет ятне халық числену праса бурнать. Шубашкарты чиз илемле вырында адал херинче, поеда числаса пинде тохжер алайкемыш шылда палыклартна. Шавбалық паденче пушланаган пызы гурам сенчемпери поет ятне бана. Константин Васильевич Иванов ячеле Чуваш патшалық академии театре де пур пирин Чуваш янре. Он зрупушне паям пуштарын на литературе музейде Константин Васильевич Иванов ячбехи заплензе драть. Евр черлень пинде тохоршер вумбелькем шилхи пужу ихен винбишем жинче тыван яленче Константин Васильевич Иванов кужесене эмерлехе хупна. Константин Васильевич Иванов па таже Константин Васильевич Ивановын таже шивахтываня Чуваш халық поэте Яков Гаврилович Ухсайда шак слакпуш яленче шурална. Выл пинде тохоршер вунберма шулхи чугу ихин ширмутым жинче шурална. Шак пулдаруллы шин литература тюпчевинче кужару яни беде нумай вайкона. Выл чуваш поэзиян классиген Константин Васильевич Ивановым пурнышибе эше хелешинчен пызык пілдерішті тюпчев эше сэмширна. Таван шире шучандалыга хюделесе херю статьясен впечатления. Поэт пулдаруллы эше земшен терле награды земельня. Самохран, чуваш АССР искусствен тавативишли деятеля, чуваш халық поэча, Ленин, Октябрьте революции, эшли херли яла, хизе палы, иги хучень, отечественный варше ордене зембе наградылана. Яков Ухсай пинде тохашер ватрдватым шылдамба, СССР писательзен союзинче дана. Пинде тохашер сагывын ултымаш шулхи, Уда уйхен шичимышынче поэт эмерлихех шерегене. Ана Пушкарт республикенче слакпуш ялинче бударна, он ячбе музей комплексе ергелене. Чернебехте, пуян слакпуш тавражынче шучандал кушу менче югерчик чунашек ледь. Шавынды хурада праба ежел үзен тыранын хивеллі кун сенгер тюбене куш хывза выляган шылгушсен азаме Константин Васильевич Ивановпа Ухса Яков Пек поэтсем шуратса шитіндерненчен теленмеде кирлемар тезе жирна Юрий Айдаш. Тогда выше. Рыгун мана Александр Прокопьевич из Джинеща, эбе Иван Яковлевич Яковлев, яджилле, Чуваш патшалық педагогика университетен, истории бе филологии факультетен, Чуваш жюрименче и кимышкусра варенеде. Манын доклад теме Константин Васильевич Ивановын незельевищи. Кашкырзендехе порта дурача. Пинте долго жирул тамашулги, шурлан вынул тамашинче Константин Васильевич Иванов хай незель истории вали, порта чипчи калав жирса гурать. Питех терхаклы печек хайлал. Перен радни аша кашкыр булна. Выл тенеги мен чуваш. Уна неге выл булна. При кашкыр Иване, те при кашкыр кушми. Иванын дихенчен юнызен порта чипчи деща. Кузьмине кушма чипчи. Кашкыр хэштан гелине диаван білеген жүк.
Ватызем пелеберень, вырысем килзет узан саланны деші. Элек пирин ял вырненче вырмананчақ болна. Унда кашкырзем бит нумай жүрене. Пирин асатете хамыр ял ділді вырмана килзеларны да кашкырдыца бұрынна. Шанбана кашкыр дене деші. Манын тюре азаттезем шаксем. Кашкырдан кашкырыване, кашкырываненчен Симун, Симундан Николай Пизер. Николай Пизерден Важинка, Важинкаран Эбе, Кештук, Тезежирна Константин Васильевич Иванов. Шаплавара кашкырын иге ажабын. Пыри Иван, тепри кушма. Незіл тепчевне Иванан жахкертня. Кашкыр Иванин хын пелігі вылды зажирать Константин Васильевич Иванов. Анчақта пелігі вылдан пыри Шимуны вылне шеш ятрана знать. Уныны выле Иванов Николай Семенович, Константин Иванован аслашы. Константин Иванов унчинчен Николай Пизерде зажирать. Николай Пизербе пердванцем бунны. Візенчен пыри Яков Ухсай аслашы. Візен аслашыне Никифорде заченне, мыжыры Федущаятла. Николай Пизерин мыжыры Василиса, візен вижа Джабухсай стерня. Евгения Николаевна, Виктор Николаевич, тада Важинка, Константин Васильевич Иванован Аши. Константин Васильевич Иванован Амыша, Евдокия Васильевна Михайлова Иванова. Хайрыклы пуян тедешлин хере. Евдокия Васильевна кунчули шамал кельми. Юлашки кунезине был эпхюрейнинчи, Красный Яр ялинче, Праскибе Евгений Херзембе Берлеевтерне. Константин Васильевич Иванован Ашибе Амыша, Важинкаба Евдокия, Шича Чабахса жидиндерне. Хысенде вренне жинзембулна, Чалнба Аджизене, Шируишне врентметарышна. Чича Аджаран вишеже учительде шления. Премы живели Кештук. Константин Васильевич. Чуваш поэзии тебе щелдере, литература классики. Унан пурны шуле киске, анчахта черембилик шулда темен жукле ыры ерхаварма бударна. Теленмеле алысты булны. Фотограф, кужаручы, художник. Чувашсен премыш букварне игерчиксембе илемлекне. Юмаксембе поэма, савазембе трагедии хывны. Вол тавангалыхын чундан юратны ывыле. Пуян Важинкан ики мажачи Мария Васильевна Иванова. Миеке районенчи чайка ятлаялда бурынна. Валза вильченех школа джизене вренце бурынна. Унан твада ача. Мажыре Максимов Иван Андреевич. Паллада ослышин. Анчах вызем ыры гурзах нумай бурын айман. Варши бушланзан Иван Андреевич па иге ывыле, Леонид па Евгений, варшатух сагайында калада арнайман. Тада унын иге хер, Лизаба Лида бурна. Елизавета Ивановна, Кириллов Клавдий Кирилловича кача гайса вижа джабахса жинтерня. Мария Васильевна Тебрхере Лидия Иванова, Матвеев Клавдий Андреевича кача духна. Зем твада джабахса стерня. Вишимажаджи поэт Шелле Квинцилиан. Чембер чуваш кулинже пичи жабадинче вренне. Учительде ишлене, театр ергелене, спектакль землатна. Унын армы штухаль, хере Лучкова Агриппина Тимофеевна, Ываля Сергей, Чалдан варжинче пушнегуна. Тебер хере Тамара иги кученга чадухна. Тамара Квинцилиановна пуря твада аджа, зем и пюре бурунна. Важинкан твата мажачи Пиросковья Васильевна Михеева. Пиросковья Васильевна Михеева, учитель зем курзенче вренне, шкулда ишлене. Праскин сын забаджик иштугын небеге. Пиросковья Васильевна Саратовра университет педерних ишен Самар Вулынче, влас паймен ширав жива перле ишлене. Василий Архипович Михеев па Самарты ялгужалых институтынче врендеген доцент па мажорлан. Поэтен тебер Шелле Петр Васильевич, текте ишченшин. Харзар черелле, хаваста ыры кымовы, шутлемей родаган скердеща. Совпар шкулдан веренце токсан виши жил херле жарда хисметредана. Слак полузинче эштовком председатель заместительнче шления. Армебе Иванова Домна Тимофеевна ба пиликача бахсажин дерня. Пуян Важинкан ултамажачи Валентина Мунишкина.
Ялдыш кулда işlerini hışın мединститутта вренмекене. Анчак врензе бедерме баман. Пора эше вырнашны да унчухнихи пидехизе причин служащий был забрано. Ики хучен качагайна, прямо шубышки Мунишки Михаил, варчи хиринже пушнегуна. Ики мушубышки хвейдерта выход сервильня. Валентина Вичаджа журатна, прямо живали Саша Улда жул шеш пурымна. Ики мыша Валерий Михайлович пиндедохжи выдрыбырымы шулхи. Тамара Федоровна Борисовна пиндедохжир херсакармы шулхи. Валентина Васильевна Твадуману. Важинкан шичимы жаджи поэден кешен емыке Евгения Васильевна Траль. Евгения Пурнышижин Пиросковья апыжы пиденумайдарышна. Евгения Васильевна иге учень качадухна. Прямо шубышки Акимов Федор Емельянович. Пинде дохжир пиликмаш чулда шуралны скер. Инчет хвельдух жинже пурынна. Летчик. Пинде дохжир вырдваттымаш чулда Шерегине. Иге шубышки Траль Авдон Гаврилович. Летчик выдам Азирех Исметредена. Зене варжи уирзаяна. Евгения Васильевна иге ачабых савстерня. Малданхию бышкинчень Альбина Федоровна Акимова хере. Пинде дохжир выдрващимы шулги скер. Эпхюре бурынна. Ике мажу бышкинчень Олег Авдонович Ивуля. Пинде дохжир хер пырымы шулги скер. Шаплавара кашкырзен ехе пиде хунавла. Чиннезен пиде пулдарула. Нумайже веренне шинзен булзадана. Халецеча кашкырзен ехе пырта дурача аннын ешин. Тадабыш. Следующий выступающий студентка Чебоксарского механико-технологического техникума Петрова Кристина, Константин Иванов, основоположник чувашской фотожурналистики. Пожалуйста, вам. Константин Иванов, основоположник чувашской фотожурналистики. Актуальность темы. В современном ивановедении практически не изучена тема фототворчества Константина Иванова. В основном ученые и исследователи анализируют его бессмертное произведение поэтической формы Нарспи, переводы произведений русских литераторов на чувашский язык. В научной литературе практически нет, что Константин Иванов является основоположником чувашской фотожурналистики. Есть неизученные факты в биографии Иванова, которые доказывают, что он является первопроходцем в чувашской фотопублицистике. Творчество Иванова неразрывно связано с деятельностью Симбирской чувашской школы, где он стал не только гениальным поэтом, но и основоположником чувашской школы фотожурналистики. В 1972 году в чувашском книжном издательстве вышел фотоальбом известного фотожурналиста Виталия Федоровича Исаева «Константин Иванов». Предисловие написал народный поэт Чувашии, односельчанин Константина Иванова, Яков Уксай. Именно в этой книге были опубликованы первые в истории фотопроизведения Константина Иванова, где он со своими друзьями, семья Ивана Яковлевича Яковлева, классы Симбирской и Чувашской учительской школы, сам поэт с братом Квинтилианом и другие. В 1990 году, в столетие поэта под редакцией Аднера Хузангая и художника Галины Самсоновой, выходит второй фотоальбом «Константин Иванов», где снова публикуются ранее неизданные фотопроизведения Константина Иванова. В 1998 году, к 150-летию великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, издается книга «Иван Яковлевич Яковлев в фотографиях и в документах». Авторами являются профессор Краснов и фотожурналист Абрамов. В данной книге есть любопытная фотография. Коллектив учителей, учеников и родителей, абитуриентов Сибирской чувашской учительской школы. Год фотосъемки 1911 год. Константин Иванов, автор. Иванов здесь проявил весь талант фотографа. На позитиве запечатлен более 500 персонажей, действительно исторический снимок. О создании художественной фотографической школы Константина Иванова впервые упоминается в книге фотожурналиста Виталия Исаева «Сибирская радуга», где автор очерков о Константине Иванове его называет автором публицистических произведений «Симбирский репортаж». О жизненной деятельности Иванова можно добавить следующее. В годы учебы в школе Иванов увлекался революционными идеями, пишет
стихотворений «Вставай, подымайся», призывающих к борьбе за свободу. Вместе с учениками участвуя в бунте против представителя Кочурова, из-за чего его в числе других исключают из школы. Но Константину Иванову была уготована иная судьба. Яковлев призывает юношу для работы в переводческой комиссии. Именно на этот период приходится пик литературного творчества Иванова. Наряду с Библией Константин Иванов переводит произведения русских классиков Лермонтова, Некрасова. В эти же годы он создает свои фотографические произведения. Значение Симбирско-Чувашской литературной школы в становлении многостороннего таланта Иванова было большим. Константин Васильевич и другие представители школы внесли значительный вклад в развитие чувашской литературы, музыкального искусства, фотожурналистики. Ими создаются новые жанровые формы. Если в литературе переводятся произведения русских классиков и пишутся оригинальные чувашские произведения, то фотографии осваиваются в жанре как портретного, так и репортажного характера. Школа становится так называемой кузницей деятельности культуры и искусства чувашской нации. Таким образом, появлением в Симбирско-Чувашской школе таких талантов, как Константин Иванов, было обусловлено самим временем и обстоятельствами. Наши работы и ссылки на конкретные источники доказывают, что своим знаменитым симбирским репортажем, который был сделан в 10-х годах прошлого столетия уроженцем села Ислак-Баши Уфимской губернии, сыном крестьянина Константином Ивановым, что именно он является основоположником чувашской фотографии и чувашской фотопублицистики. Спасибо. Следующий выступает студентка первого курса Чувашского государственного института культуры и искусства Якубова Валерия. У нее тема «Воплощение бессмертной поэмы Иванова Нарспи в музыкальном искусстве Чувашии». Здравствуйте, я представитель Чувашского государственного искусства, культуры и искусства. Первый курс Якубова Валерия. Тема моего выступления – воплощение бессмертной поэмы Константина Иванова «Нарспи» в музыкальном искусстве Чувашии. Жизнь поэта, давшего миру бессмертное творение поэму «Нарспи», была короткой. Он прожил всего 25 лет. Несмотря на это, успел создать произведения, ставшие классикой чувашской литературы. Язык его сочинений стал литературным языком чувашского народа. Поэма «Нарспи» переведена на многие языки мира. Ее ценность, художественные достоинства оказались неподвластны времени. Вся литературная деятельность Константина Иванова протекала в стенах Симбирской учительской школы. Попытка написания национальной оперы «Нарспи» впервые была предпринята в стенах школы. Ее замысел относится к 1910 году. Работе Федора Павлова и Константина Иванова над оперой предшествовал длительный подготовительный этап. Но авторам в силу ряда причин не удалось продолжить работу над оперой. Чувашская национальная опера вышла из недр музыкально-драматического театра. Именно здесь осуществлялись первые опыты чувашских композиторов по написанию музыкального сопровождения к драматическим произведениям. Первое представление «Нарспи» в Чебоксарах состоялось 28 января 1922 года. Это был первый и в целом положительный опыт постановки любимого народом произведения. В этой постановке со сцены звучали знакомые народные мелодии, плач невесты, свадебные плясовые, хоровые песни. Работа первой чувашской оперы «Нарспи» была начата в июле 1936 года во время пребывания в Чебоксарах ленинградского композитора Владимира Иванишина. План оперы «Нарспи» неоднократно подвергался обсуждению среди композиторов и литераторов, и 12 марта 1937 года был принят окончательно его вариант. Владимир Иванишин, в свою очередь, в конце 1939 года был приглашен в Москву, где было организовано прослушивание его оперы. Иванишин работал над оперой около 4 лет. В марте 1941 года монтаж оперы «Нарспи» прозвучал по всесоюзному радио в исполнении солистов музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко и хора Московской филармонии.
18 марта 1941 года в Чувашском государственном академическом театре состоялась премьера драматического спектакля «Нарспи» режиссера Леонида Родионова. Музыку спектакль сочинил композитор Григорий Лесков. Для музыкального сопровождения спектакля были привлечены артисты Чувашского государственного ансамбля песни и пляски и симфонический оркестр Чувашской государственной филармонии. Опера «Нарспи» Владимира Иванишина продолжала считаться незаконченной. Это обстоятельство послужило одной из причин обращения начальника управления по делам искусств Василия Ржанова к ленинградскому композитору-пустыннику с просьбой о завершении оперы Владимира Иванишина. Но ленинградский композитор, познакомивший с присланными материалами и вдохновившись шедевром чувашской поэзии, выразил желание самостоятельного написания оперы. Опера была завершена композитором-пустынником в 1952 году. Ее музыкально-драматические достоинства определяются музыковедами как несомненные. В целом, опера советских композиторов Иванишина и Пустынника при их бесспорной ценности, как оказавшей положительное влияние на формирование национальной оперы, не решали вопрос национального стиля. В 1960 году чувашский композитор Федор Васильев пишет музыку к драматической постановке «Нарспи» в Чувашском музыкально-драматическом театре. В 1967 году Григорий Хербю завершил оперу «Нарспи». Либретто композитор написал самостоятельно, но сюжетные линии и основное содержание оперы сохранились. Хербю в музыкальном мелодизме богато использует фольклорный материал. Отличительная черта оперы Хербю – глубокая народность, которая потребовала широкое применение массовых хоровых сцен. Оценивая появление оперы «Нарспи», Хербю Юрий Илюхин написал: «Это произведение – бесспорно замечательное событие в чувашском музыкальном творчестве. В музыке много интересных тонких находок, в характеристике образов и состояний, в создании национально самобытных родных сцен, не говоря уже об обилии ярких запоминающихся мелодий. Сюжет бессмертной поэмы Константина Иванова «Нарспи» воплощался не только в музыкально-драматическом, оперном, но и в балетном жанре. В 1976 году появился первый чувашский балет на музыку композитора Асламаса «Нарспи и Ситнер». Балет посвящался чувашской балерине Надежде Павловой. К поэме Константина Иванова Асламас обратился не впервые. В годы его обучения в Московской государственной консерватории им была создана вокально-симфоническая поэма «Памяти поэта». 20-21 марта 2008 года в Чувашской филармонии состоялась премьера мюзикла «Нарспи» на музыку Николая Казакова по либретто Бориса Чиндыкова. Мюзикл – это музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка. Важную роль играет хореография. Идея мюзикла «Нарспи» возникла в конце 80-х годах. В мюзикле «Нарспи», заслужившем признание зрителей как в республике, так и за ее пределами, мы можем увидеть актеров в джинсах, Ситнера, Тахтамана, современную пластику танцев. Успех музыкального спектакля обеспечили не только традиционные музыкально-драматургические приемы, яркие мелодические обороты, разнообразные ритмы, развернутые арии, хоры, но и современные технологии, качественное звуковое, световое оборудование, которое обеспечивали компьютеры и синтезаторы. В начале нового 55-го юбилейного сезона 2014 года состоялась премьера оперы «Нарспи» Хербю. Ее новое современное прочтение. Дело в том, что эстетика спектакля в недавнем прошлом адекватной современности в настоящее время морально устарела. Театру нужна была новая постановка. Потенциал этой оперы настолько велик, а тема настолько вечная, что ее воплощение на сцене может бесконечно меняться, осовремениваться. Таким образом, к музыкальному воплощению бессмертной поэмы Константина Иванова «Нарспи» обращались многие композиторы. На этот сюжет написано много опер, балет, мюзикл к драматической постановке и, конечно же, балет. Музыка к гениальному произведению Константина Иванова прочно вошла в культурное наследие Чувашии и явилась образцом в музыкальном театральном жанре чувашской музыки. Спасибо за внимание.
Далее мы с вами двигаемся, и подошло время Чебоксарскому кооперативному институту. Докладчица Воронина Ольга, студентка первого курса. Добрый день, меня зовут Воронина Ольга. Я студентка первого курса Чебоксарского кооперативного института, факультета экономики и менеджмента, специальность мировая экономика. Тема моей работы — Константин Васильевич Иванов «Жизнь и творчество поэта». Константин Васильевич Иванов родился 15 мая 1890 года в деревне Слакбаш Белебейского уезда. Предки Константина Иванова были переселенцами с Волги, вынужденными бежать оттуда в башкирские степи и приуральские леса, спасаясь от гнета и притеснения царских колонизаторов. Родина Константина Иванова, находившаяся вдали от больших путей сообщения, от культурных центров вплоть до начала XX века, представляла обособленный уголок, где пережитки старины сохранялись прочнее, чем среди приволжских чуваш. Дед поэта был в свое время первым грамотеем в деревне, был грамотен и отец. В семье Ивановых старались дать образование всем детям. В 1898 году Константин Иванов был отдан учиться в сельскую начальную школу. Здесь начинается его увлечение литературой и живописью. После 2 лет обучения в подготовительном классе осенью 1905 года Константин Иванов переводится в 1 класс учительской школы. Летом 1906 года он приступает к записям своей родословной по семейным преданиям и воспоминаниям стариков-односельчан. Бурные события 1905-1907 годов всколыхнули застойную жизнь Симбирской Чувашской учительской школы. Среди наиболее развитой и сознательной части учащихся возникают революционные настроения. Принял участие в этом движении и Константин Иванов. Он отзывается на общественные события переводом русской революционной песни «Вставай, подымайся», припев которой в переводе на чувашский язык звучал прямым призывом трудовых масс родного народа к борьбе со старым строем. В начале 1907 года в связи с открытием Второй Государственной Думы учащиеся проводят политические митинги, выносят протест против шовинистически настроенных преподавателей и объявляют отдельным из них бойкот. Распоряжением учебного округа 7 марта 1907 года класс, в котором учился Константин Иванов, был распущен, а учащиеся в количестве 37 человек исключены без права поступления в другие учебные заведения. Уволенный из школы Константин Иванов предпринимает попытку продолжить образование. С этой целью он побывал в учительской семинарии Благовещенского завода, но не был принят туда. Однако талантливый юноша не был забыт инспектором учительской школы Иваном Яковлевичем Яковлевым. После того, как улегся шум, поднятый вокруг учащихся бунтовщиков глухой осенью 1907 года, Константин Иванов был вызван в Симбирск для работы в комиссии по переводу и изданию книг на чувашском языке. Так, за короткое время, в сентябре-декабре 1907 года, им были переведены стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Узник», «Волны и люди», «Парус», «Горные вершины», «Утес», «Чаша жизни». Литературную жизнь Константин Иванов совмещает с усиленной работой по самообразованию. Он настойчиво учится живописному мастерству и лепке, готовит себя к сдаче экстерном на звание народного учителя и весной 1909 года сдает экзамен при Симбирской мужской гимназии. Выход в свет сказок и преданий чуваш и других светских книг вызвал в цензуре и в учебном округе недовольство. Начались новые нападки и гонения на Симбирскую школу и ее издательскую деятельность. Усиление реакции закрыло все возможности продолжить успешно начатую творческую работу, и вплоть до 1910 года Константин Иванов живет в деревне. В октябре 1910 года поэт возвращается в
в Симбирск. При содействии Ивана Яковлева он становится учителем чистописания и рисования в женском двухклассном училище и учительской школе. Так, совместно со своим другом, талантливым композитором, ревностным собирателем и исследователем чувашской народной музыки Павловым, поэт вынашивает идею создания по сюжету Нарспи национальной оперы, для которой было написано либретто, а Павлов написал музыку. Но перспектива обнародовать и издать ее не было. Осенью 1914 года Константин Иванов был вынужден покинуть работу и уехать из Симбирска на родину. 13 марта 1915 года Константин Иванов умер, разделив трагическую участь многих талантливых людей из народа в условиях царской России. Вершиной поэтического творчества Иванова является лирико-эпическая поэма «Нарспи». «Нарспи» – глубоко народное произведение, написанное в лучших традициях чувашского творчества. Поэма обладает замечательными художественными достоинствами, которые обеспечивают ее прочный успех и долгую жизнь, писал критик Иван Сестримский после ее выхода на болгарском языке. Нарспи перешагнула границы республик и стран. В образе Нарспи выражен протест против бесправия человеческой личности и рабской морали. В мировой классике и национальных литературах немало образов женщин-героинь, сходных с Нарспи. Впервые обнародованная в 1908 году поэма Нарспи вышла к столетию со дня рождения автора на английском и якутском языках. Заслуженная слава Константину Иванову пришла давно. Его имя занесено во многие национальные энциклопедии мира. 25-я сессия ЮНЕСКО включила юбилей выдающегося поэта во Всемирный календарь памятных дат. И 1990 год был объявлен годом Константина Иванова. Тогда же была выпущена памятная монета, художник которой Юрьев. На родине поэта в селе Салахбаш Республики Башкортостан ежегодно проводится фестиваль поэзии «Сельбийские родники». В 1966-1994 годах Государственная премия Чувашии за выдающиеся произведения литературы и искусства и исполнительское мастерство называлась именем Константина Иванова. Именем поэта названы улицы, библиотеки в городах Чебоксары и Шумерля, 2 улицы в Чебоксарском районе, Академический театр в Чебоксарах. По мотивам поэмы Нарспи написана опера «Хербю» и поставлен балет. Творческое наследие Константина... Еще добавить хотела. Безграничная любовь народа к своему гениальному сыну, которую столь ярко выразил Петр Кузангай. Пройдут года, пройдут десятилетия, живую память время не сотрет. Поэта слава ширится на свете, она достигнет мировых высот. Пока чуваш зовет себя чувашем, и ласковое солнце светит нам, холодный пепел времени не страшен, чудесной песни пламенным словам. Творческое наследие Константина Иванова – это явление животворное и загадочное. Оно, как и любое творение, отмечено божественным вдохновением, не подвластно тлетворному воздействию времени. Пытливому глазу читателей каждого нового поколения художественный мир поэта открывает новые горизонты, формирует чувство красоты и гармонии. Ведь человек в высоком смысле слова становится человеком благодаря литературе. Все ценности человек черпает из книг. Книга – источник всяческих знаний. Книги заставляют человека мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение. В настоящее время на государственном уровне вплотную занялись решением проблем литературной сферы и стимулированием самого интереса россиян к чтению. 2015 год официально объявлен годом литературы. Указ о его проведении подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 12 июля 2014 года. На официальном логотипе, выполненном в цветах российского флага, изображены профили великих русских писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и Анны Ахматовой.
Учитывая мировое значение культурного наследия Константина Васильевича Иванова, в целях увековечения его памяти и привлечения внимания общества к литературе, 2015 год указом главы Чувашской Республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым объявлен годом Константина Васильевича Иванова. Эмблема года Константина Васильевича Иванова в Чувашской Республике разработана дизайнером бюджетного учреждения Чувашский национальный музей Минкультуры Чувашии Поляковым на основе эскиза народного художника Чувашской Республики Эли Юрьева. 8 января 1966 года Совет министров Чувашской ССР в целях дальнейшего развития литературы и искусства постановил учредить одну ежегодную государственную премию Чувашской ССР имени Константина Иванова. Лицам, удостоенным премии, присваивалось звание лауреат Государственной премии Чувашской ССР имени Константина Иванова. Лауреаты награждались дипломом и почетным знаком с барельефным изображением бюста Константина Иванова. Премия присуждалась за выдающиеся произведения в области литературы, искусства и исполнительское мастерство. В 1969 году Государственная премия Чувашской ССР имени Константина Иванова была присуждена композитору Григорию Яковлевичу Хербю, исполнителям партии Норспи Тамаре Ивановне Чумаковой, Лидии Семеновне Сорокиной, исполнителю партии Тахтамана Мефодию Ивановичу Денисову, исполнителю партии Мехидера Алексею Васильевичу Ковалеву. Премьера оперы «Норспи» 6 ноября 1967 года на сцене Чувашского музыкального театра прошла с огромным успехом. Ее показывали в Казани, Йошкар-Оле, Ульяновске и даже в столице, на подмостках Московского государственного театра оперетты. Перед созданием национального спектакля режиссер-постановщик Борис Марков много ездил, в том числе и по чувашским деревням Башкирии, где познакомился с бытом земляков Константина Иванова, автора поэм «Норспи». В 1980 году Государственная премия Чувашской ССР имени Константина Иванова присуждена Нине Ильиничне Григорьевой за исполнение ведущих ролей «Норспи» в спектакле «Норспи» по поэме Константина Иванова, и «Лев» в спектакле «На распутье» Ираиды Алексеевны Петровой-Нарс, «Эрбеге» в спектакле «Тудимер» Якова Гавриловича Уксая. «Норспи» – вершина поэтического творчества Константина Иванова. Она является одной из самых часто переводимых поэм. С ней не сравнится ни одно другое произведение чувашской литературы. На русский язык в разные времена ее перевели известные чувашские и русские поэты. Петоки, Панин, Кузангай, Иренин, Жаров, Смолин. Главная книга чувашской поэзии переведена на 15 языков, среди которых французский, немецкий, итальянский, якутский, азербайджанский, украинский, малийский, татарский, турецкий. «Норспи» – первый национальный мюзикл, поставленный по мотивам поэта-классика чувашской литературы Константина Иванова «Норспи». Композитором является заслуженный деятель искусств Чувашской Республики Николай Казаков. Автором либретто – чувашский драматург, прозаик Борис Чендыков. Спектакль получил большой общественный резонанс. Мюзикл «Норспи» собирает полные залы и вызывает интерес не только в Чувашской Республике, но и за ее пределами – Самарской, Ульяновской области, Республике Татарстан и Башкортостан. В 2009 году создатели мюзикла «Норспи» удостоены Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства. 12 мая 2014 года в Чувашской государственной филармонии министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Вадим Петрович Ефимов отметил, что постановки филармонии всегда отличаются уникальностью, актуальностью, и они гениальны, а также вручил благодарности главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева, исполнителям главных ролей в национальном мюзикле «Норспи». Это Константин Ефремов за роль Тахтамана и Александра Салихова-Казакова за роль Норспи. Проект стал своего рода визитной карточкой чувашской культуры. Спектакль получил большой общественный резонанс. Мюзикл «Норспи» собирает полные залы и вызывает интерес не только в Чувашской Республике, но и за ее пределами. В Самарской и Ульяновской области, Республике Татарстан и Башкортостан. За 6 лет осуществлено около 30 показов, которые посетило
свыше 17 тысяч человек. Мы всегда рады встрече с любимыми артистами мюзикла «Нарски». Ежегодно профессорско-преподавательский состав и студенты Чебоксарского кооперативного института посещают национальный мюзикл «Нарски». Среди участников мюзикла пели и танцевали в разные годы студенты Чебоксарского кооперативного института. Казакова Александра, факультет экономики и менеджмента, Екатерина Константинова, финансовый факультет, Рамиль Мингазов, руководитель танцевального коллектива института «Антарис», Андрей Васильев, руководитель театрального кружка института. В настоящее время Анастасия Тюлькунова, студентка факультета экономики и менеджмента и руководитель студии народного танца Чебоксарского кооперативного института, танцует в составе хореографической группы в мюзикле «Нарски». В Чебоксарском кооперативном институте на фестивале «Студенческая весна-2015» выразительно и душевно рассказала стихотворение на чувашском языке студентка первого курса юридического факультета Кристина Федорова, выбрав отрывок из «Нарски» Константина Иванова. Студенты Чебоксарского кооперативного института являются частыми посетителями Чувашского государственного художественного музея. Здесь они знакомятся с картинами, написанными по мотивам поэмы Константина Иванова «Нарски». Особенно им нравятся картины Овчинникова и Зайцева. В 1974 году Государственная премия Чувашской ССР имени Константина Иванова была присуждена живописцу, народному художнику РСФСР и Чувашии, профессору, академику Национальной академии наук и искусств Чувашской республики Николаю Васильевичу Овчинникову за серию портретов. В 1989 году им была написана картина «Нарски». А здесь представлена картина Зайцева Юрия Антоновича «Нарски». Государственная премия Чувашской республики 1997 года в области литературы и искусства была присуждена Исмукову Николаю Аверкиевичу, доктору философских наук, за поэтический сборник четверостишия Рубаева. Николай Аверкиевич работал деканом заочного факультета, деканом торгово-технологического факультета Чебоксарского кооперативного института и заведующим кафедрой философии и политологии. Студенты Чебоксарского кооперативного института – частые посетители литературного музея имени Константина Иванова. Здесь они знакомятся с творчеством поэтов и писателей. Творения Константина Иванова органично связаны с народно-песенными истоками. Вошли в золотой фонд национальной, поэтической и музыкальной культуры. Его с полным правом можно назвать певцом родного края, где каждая стихотворная строка дышит безграничной любовью к чувашскому народу. Thank you.